Селям алейкум, добрый вечер. Какое значение имело возрождение творчества, национальной песни, создание первого ансамбля в годы ссылки тяжело переоценить. Конечно, искусство играет колоссальную роль в духовном развитии общества. Однако, достаточно ли мы внимания сегодня уделяем развитию вокального искусства в Крыму? Какие проекты могут развить творческие способности нашего народа? И как еще мы можем помочь нашим молодым артистам проявить себя? Итак, сила творческих проектов – тема нашего эфира сегодня, и обсудим ее с нашими гостями. Итак, Диливер Усманов, заслуженный артист Республики Крым, вокалист ансамбля «Крым». Эльмира Налбандова, заслуженная артистка Республики Крым и Украины, художественный руководитель крымско-татарского ансамбля песни и танца «Хайтарма» Крымской государственной филармонии. Сиран Мамбетов, генеральный директор телекомпании «Милет», заслуженные деятели искусств Республики Крым. Гузель Муратова, крымско-татарская певица. Чулпан Ганиева, телевизионный продюсер «Беларусь». И Фатима Ягяева, ведущая проектов «Милет», «Йылдызы» и «Саба». Действительно, проектом года стал проект творческий «Милет Йылдызы», который организовал наш канал, телеканал «Милет». Давайте посмотрим сюжет, как проходил кастинг в одном из городов Крыма. Команда телеканала «Милет» вот уже на протяжении месяца путешествует по разным городам Крыма в поисках талантливых исполнителей для участия в грандиозном вокальном проекте «Милет Йылдызы». В этот раз организаторы конкурса посетили Феодосию. Плодотворной работе способствовала даже погода. В этот день конкурсантов порадовали яркие лучи весеннего солнца. Настроение как у участников, так и у членов жюри было на высшем уровне. Жюри, в составе которого известные крымско-татарские артисты Эльмира Налбандова, Гузель, а также заслуженная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова строго, но справедливо оценивали каждого исполнителя. На кастинг пришли как юные вокалисты, так и более опытные участники. Однако объединяло всех одно – желание стать лучшим исполнителем Крыма, стать настоящей народной звездой. Кто-то волновался от счастья, Браво! У вас есть что-то такое гипнотизирующее, я вам скажу. а кто-то плакал из-за разочарования. Ну, если вы будете плакать, тогда это вам, значит, сцена не для вас, получается. Поэтому здесь надо уметь свои эмоции сдерживать. «Милет Йылдызы» – это уникальная возможность стать известным на весь Крым. Приди, участвуй и стань звездой народного конкурса. Напомним, что главный приз вокального шоу – 100 тысяч рублей, а также съемка клипа и ротация на радиостанции «Ватан Седасы». Следите за анонсами на нашем телеканале. Уважаемые телезрители, мы, как обычно, в прямом эфире и приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Довольны ли вы развитием вокального искусства в Крыму, да, либо нет? Пожалуйста, принимайте активное участие в нашем голосовании. Сиран ага, первый вопрос к вам. Телеканал «Милет» стал своего рода таким фундаментальным звеном в информационном пространстве Крыма. Вот очень скоро будем праздновать вторую годовщину работы нашего канала. Если проанализировать историю создания нашего канала и вот тот путь, который уже был пройден, как вы можете оценить значение нашей работы, работы телеканала и, конечно, радио «Ватан Седасы»? Телерадиокомпания «Милет» – это общественная телерадиокомпания, единственная в России, первая в России. Это для нас очень почетно и важно. Понятно, первый год был становление, и, конечно, телеканал больше упор делал на информационные программы, потому что глава всему это информационные программы. Ну, говоря о музыкальных проектах, о культурных проектах, конечно, мы не успевали еще создавать такие грандиозные проекты. И вот сегодня то, что мы делаем, это проект «Милет Йылдызы». Это будет грандиозный проект. Мы и много ресурсов и сил тратим на этот проект. И хотим, чтобы вот у нас как бы вот эта ниша, которая была буквально последние 2 года пустовала, мы хотим ее восполнить. И восполнить именно вот этим проектом «Милет Йылдызы».
Дилявер-ага, вот вы когда принимаете участие, вы были членом жюри, мы да, видели по сюжетам, вы когда принимаете участие в таких проектах, талант-проектах, у вас какие чувства возникают? У нас творческий потенциал у нашего общества высокий достаточно? В первую очередь у меня чувство возникает такого вот, как бы, счастья, что ли, потом гордости, что ли, вот, за наш народ. Было бы 5-10, было бы еще лучше. Поэтому как бы я радуюсь за наших детей, за нашу нацию. Вот в первую очередь вот такое вот чувство, хорошее, счастливое чувство. Я получаю удовольствие, слушая детей. И тем более знаю, что вот которых мы будем, значит, выбирать, они будут представлять наше будущее. Наше поколение должно им передать вот эту, как бы сказать, эстафету, не только эстафету, вот этот фундамент, который мы несем с собой, знаем, фольклор. Все жиждется, любая музыка жиждется на истоках, а исток – это фольклор. Вот в этом смысле я за все направления в искусстве, но в первую очередь, конечно, надо начинать с буквы А, с фундамента. Эльмира Ханум, насколько для творческого человека важна, вот, скажем, дерзость, да, такая смелость, потому что принять участие в таком кастинге, это нужно быть действительно таким сильным человеком. Насколько это вообще важно для начинающего артиста? Прежде всего, важно любить то дело, чем ты занимаешься, прежде всего. И, конечно же, сила духа должна присутствовать в человеке, потому что, выйдя на сцену, к жюри, это очень серьезная над собой работа, прежде всего. Потому что ты, когда выходишь на сцену и сидит жюри, ты знаешь, кто. Вот Гузель, там, Дилявер-ага, там, Эльмира, Наташа Нурмухамедова. То есть это люди, которые уже в Крыму значимые, да. И когда молодежь наша выходит на сцену, конечно, для них это и очень лестно, что они здесь рядом, вот их могут послушать такие люди, и в то же время очень ответственно. Поэтому к тому, как они выходят на сцену, к репертуару, ко всему очень надо серьезно подходить, к выбору репертуара, в том, как ты выходишь на сцену, с какими мыслями ты выходишь к жюри. То есть это очень важно, потому что конкурс «Миллет Йылдызы» или еще какой-то, «Новая волна», то есть оно прежде всего должен заставить конкурсанта работать над собой. А вас участники больше радовали или все-таки напрягали ваши там слуховой аппарат? И радовали, и напрягали. Это такое дело, конечно же, было, нужно заниматься над собой. Это опять повторюсь, что это очень большой труд. Пение – это очень большой труд, каждодневный труд. И, конечно, кто-то радовал, кто-то огорчал. И опять повторюсь, репертуар очень узконаправленный. Хочется его расширить, чтобы у детей были чисто детские песни, а не взрослые, даже народные песни, потому что они поют взрослые народные песни. У нас очень много детских авторских произведений. Это очень важно, когда дети вот на такой конкурс приносят и радуют нас именно такими детскими произведениями. Сиранага, проект действительно очень большой, очень масштабный, как вы правильно заметили. Все ли там было гладко и все просто? Знаете, не все бывает всегда гладко и просто. Понятно, новая команда, наши еще специалисты телеканала «Миллет» не были готовы к таким грандиозным проектам. И неспроста мы пригласили, значит, телевизионного продюсера с канала СТВ, Чулпан Ханум, которая помогла бы наладить работу, поделилась своим опытом. Но чем уникален наш проект? Мы сегодня в этом проекте даем шанс петь не только детям, но и всем. У нас проект без ограничения возрастов. Мы хотим достать таланты из деревень, городов, людей, которые вот в силу своих каких-то жизненных, житейских дел не смогли проявить себя как музыканты. А много талантливых людей, он какой-то тракторист, но очень хорошо поет, там, сварщик, это не важно. То есть вот мы сегодня дали возможность этим людям проявить себя и показать их всей нашей крымской аудитории. Ну, не только крымской. Мы, естественно, подготовим им хороших стилистов, сделаем хорошие аранжировки, и поэтому эти люди предстанут на прекрасной профессиональной сцене и будут радовать своим талантом не только нас, но и всех крымчан.
и наших соотечественников. Да, у нас Чулпан Ханум сегодня в гостях. Вы приехали к нам из братской республики, Республики Беларусь. У вас тоже большой опыт работы в творческих проектах. Вы уже почувствовали, в чем ключевая разница между проектами, в которых вы уже имели возможность работать, и вот здешние наши крымские проекты? Ну, для меня ощутима разница в том, что когда мы поехали по городам и районам, я очень приятно удивилась тому, насколько репертуар именно на крымско-татарском языке. Мне жаль, я пока еще не знаю этот язык, но я познаю вместе с участниками жюри на кастингах, но вот если брать в процентном соотношении, то приятно, что исполняют на своем родном языке. Приятно, когда приходят в своих национальных костюмах. И здорово, что у нас участники идут именно такие, потому что мы, и жюри, вернее, будут выбирать самых лучших, самых поющих, и из них дальше можно сделать очень интересных, новых звезд, новые имена, которые могут, ну, создать такую хорошую платформу именно крымско-татарской песни дальше. То есть ведь, по сути, правильно сказал спикер, что это как будущее, да, то есть мы встречаем на этом кастинге будущее Крыма, который исполняет на крымско-татарском языке. Вот для меня это было приятное удивление. А что все-таки было самым сложным, а что было приятным в работе над этим проектом? Ну, вы знаете, новая команда, да, то есть если я в своей стране работаю со своей командой, здесь совершенно новая команда, канал молодой, очень молодые специалисты, у них много энтузиазма, но еще мало опыта, ведь согласитесь, за столько вот, ну, как бы, еще не можно сказать годами, да, нет такого же, да, ну, невозможно набраться быстро опыта, поэтому мы срабатывались, мы и немножко спорили, да, но мы шли к своему результату. Плюс, ну, удивило, честно сказать, что в некоторых городах не сразу откликались на кастинги. Может быть, не так часто проходят у вас какие-то конкурсы, талант-шоу, да? Но, как говорится, мы начинаем, поэтому то ли еще будет. Но хотелось бы, чтобы отклик на кастинге был больше с точки зрения помощи, с точки зрения того, чтобы обзванивали коллективы, говорили, приходите, ведь это правда прекрасная площадка для молодого артиста, где везут ему профессиональное жюри. Не вы в Симферополь едете, а в каждый город канал «Милет» заезжает и район. И знаете еще какая потрясающая особенность? Ведь эти люди, они могут получить мастер-классы от мэтров вашей республики. А жюри не скупится. Вы можете посмотреть в дневниках. Они учат и петь, учат вот каким-то там штукам, которые даже я не знаю, в вокальном плане. Это же здорово. Ведь не всегда же можно прийти и сказать: Гузель, научи-ка меня петь. Ну, не бывает же такого. А тут я считаю, что это уникальная возможность для талантов, которые хотят идти дальше. Чулпан Ханум, вы успели дать интервью одному из изданий, и вы так ушли от ответа все-таки «Чей же Крым?». Вы сказали, что это политический вопрос, да, вот как-то так, но для нас это вопрос принципиальный. Я позволю себе еще раз задать вам этот вопрос, так все-таки, чей же Крым? Знаете, вот я с радостью на него отвечу, потому что я понимаю, где я сейчас нахожусь, в какой программе и кто мне задает этот вопрос. Я хочу, чтобы понимали очень четко разницу. Здесь я сейчас в прямом эфире, и я сама отвечаю за свои слова. Я не общаюсь с журналистами желтой прессы принципиально, ни на какие политические темы. Творчество, телевидение, пожалуйста, потому что журналистам желтой прессы, какой бы ответ ты ни даешь, к сожалению, они в любом случае используют это в свою сторону, не в мою, так факт. Я сейчас нахожусь в России, я сейчас нахожусь в Республике Крым. Я работала с каналом «Милет», ну, вернее, не с каналом, когда еще был Восточный базар, вот мы познакомились с командой, которая сейчас возглавила первый федеральный крымско-татарский канал. Это факт. И мне кажется, здесь обсуждать абсолютно нечего. И вам, повторюсь, я еще раз с радостью на это отвечу, но никаким журналистам желтой прессы. Это просто, ну, я считаю, что это трата времени. Спасибо большое. Сиранага, вот Чулпан тут вспомнила о проблемах, о том, что не везде кастинги проходили, скажем, гладко. А что это там за история была с сорванными афишами, с саботажем там с определенным? Были районы, куда приезжала наша команда, и, к сожалению, не было ни одного участника, были сорваны афиши. Я не помню какие-то районы, но ребята знают, которые ездили. Да, есть районы, где проводится, к сожалению, какая-то агитация непонятная, что не ходите на «Милет», не пойте, не понимая того, что мы же приезжаем для вас специально. А кто проводит агитацию?
Ну, видимо, есть какие-то люди, которые сами не идут на наш канал и агитируют молодежь и юные дарования не идти на этот канал. Но я думаю, это временное явление, оно пройдет, потому что я помню, когда мы начинали, у нас тоже была такая проблема. В принципе, сейчас тоже существует проблема, что некоторые артисты умышленно бойкотируют наш канал, не понимая того, что мы же открылись для вас, для нашего народа в первую очередь. Мы для вас работаем, наши журналисты для вас работаем, мы освещаем ваши проблемы. Ну, я думаю, люди созреют, и да, со временем уже как бы нет такой тенденции, она уменьшается, люди с удовольствием приходят на наш канал. У нас есть общение прямое с нашими телезрителями, звонят, хотят, поэтому я думаю, что это со временем пройдет, мы через этот барьер тоже переступим. Гузель, а почему все-таки нам важно сегодня создавать и работать вот над такими творческими проектами? Ну, в первую очередь, нам важно это делать, потому что у нас очень богатый и талантливый народ, наш крымско-татарский. У нас очень большой фольклор, наша культура. В первую очередь мы должны это все развивать, не закапывать куда-то, да, где-то, или же подражать, допустим, уходить, допустим, от своей культуры и подражать, допустим, Западу или кому-то. Мы должны обязательно следовать своим каким-то тенденциям, делать свою музыку и выводить ее в массы, выводить ее на какой-то определенный уровень. Почему нам сегодня важно проводить именно такие конкурсы? Потому что это дополнительная телевизионная площадка, это возможность молодым и начинающим артистам заявить о себе в первую очередь. Когда-то в свое время, точно так же благодаря телевизионному проекту, я когда-то заявила о себе, это был проект «Звездный трамплин». Вот они... Сиран Уманч, Эльмира Ханум, которые когда-то проводили и были организаторами этого мероприятия. Вот. Понятие шоу-бизнеса, как говорится, должно и у нас быть. Потому что шоу-бизнес был еще в давние времена, в греческие, там, в античные какие-то времена были гладиаторские бои, было вот все вот это вот, понимаете. И у нас это все должно быть, только мы это должны все правильно развивать. Должно быть какое-то определенное шоу, какое-то зрелище, которое мы должны продать, ну, как бы, которое могло бы себя сегодня продать, как бы, да, на рынке, вот в этом. Пока у нас наш шоу-бизнес заключается на свадьбах, скажем так, мне так кажется. В основном все у нас только поют, танцуют и выступают на свадьбах. Вот. Мы должны развивать, и такие конкурсы должны давать возможность развития и толчок. Конечно же, есть какие-то другие проблемы, социальные проблемы, которые нужно решать. В первую очередь, это создание основы, фундамента. Должны быть какие-то определенные институты. Но это все как бы в глобальном масштабе. А сегодня мы, создавая такой проект, даем, опять повторяюсь, возможность выйти на телевизионную площадку, заявить о себе. Мы всегда готовы, рады помочь, поделиться опытом. Чтобы не пугало, я хочу а то слово шоу-бизнес пугает некоторых, да. Гузель имела в виду, да, чтобы наши артисты делали большие концерты, и люди покупали билеты, приходили на эти концерты. То есть, а телевизионная радийная площадка — это как бы тот плацдарм, где артист может заявить себе, где может раскрутиться, и где он чтобы это не заканчивалось на том, что какой-то артист определенный раз в пятилетку сделал какой-то юбилейный концерт, под фонограмму, да? Доход его оставался на свадьбах, да. Да, и при этом оставался только на свадьбах. Мы должны выходить на какой-то новый уровень и заявить о себе. В то же время мы не должны терять свою самобытность. Допустим, создавая какие-то новые вещи определенные, да, музыкальные вещи, мы должны обязательно включать, пусть это будет современная какая-то там аранжировка, да, но мы обязательно должны включать какие-то свои краски, свои инструменты, мелодию и оставлять свою мелизматику и не терять свою самобытность. Гузель, работая в таких проектах, вы имеете дело с обычными людьми, да, не профессионалами, ну, так, если в общем говорить. И вот в этом процессе самое главное увидеть потенциал, творческий потенциал. Вы его видели, он чувствуется?
Конечно, встречались вот во время кастингов, вот мы ездили, встречались очень талантливые люди. Бывало такое, что был один мужчина, уже достаточно такой взрослый, во взрослом пребывал в возрасте, в Феодосии, да, и мы как бы даже вот немножко прослезились, хотя для меня это очень, ну так вот прослезиться очень сложно, но он, допустим, покорил нас. И очень обидно на самом деле, что вот дожив до такого возраста, этот человек, он никому не известен. Вот, и это тоже, опять-таки же, наши проекты вот такие вот дают возможность заявить вот таким вот людям, не только детям, но и взрослым людям, которые остались где-то там в глубинке, занимаются своим любимым делом, но на уровне какой-то самодеятельности, да, и причем их знают только вот ихние, вот это вот Феодосия, а может быть даже и в Феодосии никто не знает этих людей. И, вот таланты, да, были очень хорошие девушки с хорошими голосами. Дети нас вообще покорили и поразили. Это вообще просто, ну, замечательно, что у нас такие дети. Я очень рада. Надо им помогать обязательно. И не надо сидеть, делить там как-то на своих, на чужих и пытаться как-то... Нам нужно расти, идти вперед, а не просто... стоять на месте. Да, сегодня с нами наша очаровательная ведущая Фатиме, и особенно примечательно, что у нее сегодня день рождения. Хайрулла Яшлавовна, с днем рождения. Спасибо, что сегодня с нами. Все-таки конкурс – это конкурс. Кто-то проходит дальше, кто-то нет. Так чего было больше? Все-таки слез или радости? Вы правильно сказали, борьба есть борьба, но тем не менее, думаю, и жюри, и Чулпан Сирануманович согласятся, что во время съемок на площадке царит очень дружественная атмосфера, и одна из задач ведущих, несмотря на то, какой итог, что сказали жюри, похвалили, где-то раскритиковали, это найти общий язык с участником, поддержать его, стать для него настоящим другом. И, возможно, телевидение – это такое дело. Мы встретимся не в проекте «Миллет Йылдызы», мы можем встретиться в совершенно других эфирах, на других концертах, на других проектах, которые у нас еще будут, я уверена. И для нас, как для ведущих, важно настроить мостик с нашим народом, с нашим Крымом, потому что я уверяю вас и наших телезрителей, что все люди, которые работают над этим грандиозным проектом, это люди, которые влюблены в свою профессию, прежде всего влюблены в Крым, и для них задача действительно найти настоящие таланты, и мы с большим удовольствием это делаем. И, как было сказано в сюжете, мы не просто приезжаем, выставляем аппаратуру, снимаем кастинг, уезжаем. Мы путешествуем по этим городам, и в дневниках, которые уже скоро увидят наши телезрители, мы хотим рассказать о жизни этого поселка, города, поселка городского типа, и рассмотреть участников прежде всего не как просто вокалистов, а как людей, потому что к нам приходят совершенно уникальные люди. Это могут быть многодетные мамочки, это могут быть доктора, как сказал Сиран Уманович, представители различных профессий. И здорово, что их объединяет музыка. И обговаривались политические вещи, конечно, и сегодня. Да, это имеет место, но несмотря на это, нас всех объединяет любовь к Крыму, любовь к музыке. И я думаю, что успех у этого проекта будет колоссальный, потому что более 20 человек трудятся над этим проектом. Я имею в виду съемочную площадку, конкретно, которая выезжает. Конечно же, есть руководство, продюсеры, которые все это контролируют, помогают нам. Все эти люди с большим трепетом относятся к этому проекту, и я еще раз повторюсь, он будет успешным. Да, Сиран ага, ну тут Фатиме вспомнила про другие творческие проекты. Ну давайте расскажите нам про Turkvision, да, взрослые, детские, что у нас там еще будет? Да, кстати, в этом году пройдет Turkvision в Астане, в столице Алматы. Мы провели отборочный тур в прошлом году он не состоялся из-за этих терактов, которые произошли в Турции, но в этом году он состоится, решили его сделать в Астане. У нас мы провели также отборочный тур, также выбрали участников. Это мы провели детский отборочный тур, где у нас попала Сала Регина, участница детского Turkvision, и взрослый, где у нас победила участница Алсейда. Да, давайте посмотрим сюжет, да, наверное, про Turkvision, потом вернемся к дискуссии, пожалуйста.
Самые талантливые и артистичные вокалисты полуострова продемонстрировали свои вокальные способности на сцене Крымско-татарского театра. Яркие голоса были представлены на суд компетентного жюри. Из 100 участников жюри выбрали одного победителя. Им стала Алседа Сидалиева. Молодая исполнительница родилась в городе Самарканд. Она работала и училась в Лондоне и в Москве. Для меня это большая честь. Я чувствую себя очень гордой, что я могу представить свой народ, свои корни на турецкой земле. И, честно, мне очень нравится Турквизион, мне очень нравится организация и сам конкурс. Я считаю, на очень высоком уровне. Поэтому я очень счастлива. Международный песенный конкурс «Турквижн» – это конкурс песни, аналог конкурса песни Евровидения, в котором могут принять участие представители тюркских стран. Организаторы отмечают, в крымском отборочном туре в этом году было подано много заявок на участие. Проигравших в конкурсе нет, отмечают участники, ведь каждый из них получил музыкальный опыт и новые знания. Главное не победа, а главное участие подходит именно вот в моем случае, именно в этом случае. Я приехала попробовать себя, я приехала услышать критику. Я в конкурсе участвую не впервые, и в этом году я снова решился поучаствовать. Я думаю, что я полностью отдался. Фазилия Ибраимова в 2013 году в финале в Турции заняла 3-е место. Она также является обладательницей гран-при международного песенного фестиваля «Восточный базар-2013». В этом году Фазилия Ибраимова вошла в состав жюри крымского отборочного тура «Турквижн-2016». Мы оценивали не только вокальные данные, но еще и умение держаться на сцене, потому что это немаловажно, артистизм, харизма. В 2014 году в Казани внучка крымско-татарского писателя Искендера Фазыла Дарина Синичкина исполнила песню «Гидере Сер» и заняла достойное 6-е место из 25. Уже в декабре обладательница гран-при Алседа Сейдалиева представит наш полуостров в финале международного фестиваля «Турквижн-2016» в Турции. Грандиозный конкурс будет транслироваться во всех тюркоязычных странах мира. Для крымских зрителей прямую трансляцию проведет телеканал «Миллет». Сиранага, а как вообще появилась идея этого конкурса? Там, по-моему, в каком там 2014 году, когда в Австрии это чудо-женщина бородатая победила, это тогда Турция отказалась принимать участие и решила все-таки сделать свой конкурс толковый? Конкурс появился чуть раньше, но, в общем-то, в Евровидении же принимали участие только европейские страны, а для азиатских стран была проблема. Мы с организаторами конкурса познакомились у нас на Восточном базаре, мы их пригласили, они посмотрели наш конкурс. И решили сделать что-то аналогичное, и вот наши друзья решили сделать вот такой конкурс «Турквижн». Естественно, мы им помогли, поддержали их. Туда поехал наш Исмет Аблатифович, который помогал организовывать этот конкурс. И вот сколько лет он уже живет также, параллельно с Восточным базаром. В этом году мы также будем проводить и Восточный базар, 10-й конкурс юбилейный. Да, ну, мы о нем, наверное, попозже расскажем, да. Ну, что касается «Турквижна», в этом году он пройдет, мы будем делать прямую трансляцию. У нас уже был опыт прямой трансляции, мы его давали в 2013 году, а в 2014 году на канале «Крым». А в этом году он будет уже транслироваться на канале «Миллет», и поэтому, я думаю, наши телезрители с удовольствием посмотрят это грандиозное шоу. Да, но это конкурс для уже профессионалов. Да, это конкурс для профессионалов, там принимает более 25 стран. Я был несколько лет членом жюри этого конкурса, в этом году, наверное, тоже буду. Но самое главное для меня это вот эта трансляция и участие нашего исполнителя из Крыма в этом конкурсе. Да, ну вот сейчас, наверное... Крымский исполнитель будет представлять Крымскую Россию, ну, российский Крым, вернее, да. Сиранага, ну все-таки сейчас, наверное, вот многие исполнители навострили так ушки крымские. Как можно принять участие в кастинге, ну, возможно, уже в следующем году, да? Да, какие нужно этапы пройти? Он обязательно будет, и наш канал непосредственно будет принимать участие в отборочном туре этого конкурса, поэтому это будет тоже
вот такое грандиозное шоу. Хорошо, что в этом году как-то вот мы немножко обошли это, потому что у нас в этом году новый проект «Милет ЛДЗ», чтобы не пересекались вот эти грандиозные проекты. Иван Иванович, у меня есть предложение, есть еще один способ, как можно попасть. Можно прийти сначала на Милет ЛДЗ, там научиться стать полноценным, ну, таким профессиональным артистом, потом победить и потом уже на Торгвижн. Как вариант. Как вариант. Ну а что, прекрасный шанс. Естественно, все эти участники, конечно, могут себя попробовать и в отборочном турнире и на Восточный базар, и на Тюрквижн. Да, ну, помимо того, что есть взрослая Тюрквижн, есть еще и детская. Да? Давайте посмотрим сюжет про детский Тюрквижн, потом вернемся в студию. У юных крымчан появился шанс стать знаменитыми. На полуострове стартовал отборочный тур международного конкурса «Тюркская песня Бала-Турквижн-2016». Команда исполнителей, продюсеров и композиторов объединила всю республику в поисках талантливых детей. Больше новых голосов и ярких танцевальных постановок. На протяжении нескольких часов было предоставлено на суд компетентного жюри. В этот раз победу одержала 12-летняя Регина Вотика. Эмоций было просто валом. Я хотела и как плакать как будто, но слезы не вырывались. Но я очень была сильно рада. Конечно, я буду очень сильно готовиться, чтобы достойно представить лицо Крыма. Оценивали конкурсные номера строгое, но справедливое жюри. Известная крымско-татарская исполнительница Гузель, победитель международного песенного конкурса «Турквижн-2013» Фазилия Ибраимова и композитор-аранжировщик Амет Ситаров выбирали победителя конкурса в этом году. Они отметили, что конкурс дает юным исполнителям ключ в будущее. Все прошло очень хорошо. Детки все молодцы, талантливые. Конечно, стоит еще заниматься, стоит еще работать над собой, потому что это такая ответственность представлять целую страну, можно так сказать, в Турции, и на их плечи такая ответственность ложится, что просто так тут ничего не сделаешь. Тут надо действительно подготовиться, действительно набраться энергии, чтобы всех в зале поразить, и чтобы все восхищались и брали пример. Сиранага, ну что, с кем проще, со взрослыми или все-таки с маленькими? Значит, с детьми сложнее, потому что они все прекрасны. И вот среди детей выбирать, я думаю, для нашего жюри было намного сложнее, потому что детки на самом деле все талантливые. И даже если он не смог себя проявить, но ты видишь в нем потенциал. Ну вот этот раз он не смог себя проявить. И вот жюри, конечно, сильно сомневалось, поэтому мы не специально посадили молодое жюри, которые приближенные к их возрасту. Не брали уже вот взрослое, матерое жюри. Какой комплимент. Мне это понравилось. Да, ребята были молодые, им было проще судить, поэтому вот... Мы уже дедушки, бабушки. А вы все еще дети. Да. Ну, в общем-то, я думаю, что они сделали правильный выбор, и я думаю, результат покажет. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях такая прекрасная аудитория, участники отборочного тура «Милет ЛДЗ». Я вот хотела бы, чтобы все-таки участники сами рассказали, почему они решили принять участие в этом проекте, какие у вас эмоции он вызвал, и какие у вас дальнейшие планы творческие. Ну, давайте, с кого мы начнем? Пожалуйста, да. Давайте, вы же артистка, смелее. Добрый день, добрый вечер. Очень хотелось, я только услышала в конкурсе, мне захотелось очень поучаствовать, услышать, какие есть у нас таланты, показать себя. И хотелось узнать, что же скажет мне жюри. Это очень-очень важно для меня. Вот. Стоит ли дальше развиваться? Не стоит. И я услышала очень много положительного, очень много приятного. Я очень рада, что я поучаствовала. И, может быть, песня была не совсем моя, но я рада. Песня очень красивая, Бар Келсе. Вот. Спасибо большое нашему замечательному жюри за их улыбки, за их поддержку. В особенности Гузель, которая поддержала меня очень-очень сильно. Да, потому что мы стараемся, на самом деле мы очень сильно переживаем. Мы пытаемся показать все свои возможности, но да, мы переживаем. У нас есть страх. Вот. Спасибо вам большое за этот конкурс.
Спасибо вам. У нас очаровательная девушка в национальном костюме. Вот для молодых исполнителей сегодня просто полно соблазнов. Полно соблазнов заниматься танцевальной музыкой, какой-то клубной музыкой, современной. А вы все-таки, так понимаю, что вы выбрали именно национальное такое направление. Вот почему именно это направление вас привлекает больше? Потому что я очень люблю свою нацию. Даже не знаю, как сказать. Мне очень нравится этот проект. Я пришла именно в национальном костюме, потому что я как бы... Вот так же Большая они волнуются на патриотка. кастинге. Вот так же. Да, спасибо большое. Вот у нас тут, да, участники самые маленькие. Давайте, наверное, послушаем наших малышей. Красотуля. Ну, я мама, у меня дочка участвовала, она, могу сказать, что получила такой шквал эмоций, она просто, вот, хочу сказать спасибо большое организаторам, всем, и жюри, и ведущим за этот конкурс, за то, что вы даете возможность нашим детям реализовать себя, показать себя, и мы будем надеяться на то, что мы сможем дальше как-то продвигаться и как бы показать свою культуру. Спасибо вам огромное. Да, вам творческих успехов, пожалуйста, давайте вы. Селям алейкум, урметли азиз, миллет телеканала. Эскендер Таракчиев, села Михайловка, Нижнегорского района Республики Крым. Я несказанно рад смотреть в эти замечательные прекрасные лица, находиться в этом прекрасном коллективе. Несказанно рад отблагодарить всех вас за то, что 8 июня 2017 года сегодня пригласили меня в эту студию. Я принимал участие 20 мая в поселке Нижнегорском, в первую очередь для того, чтобы получить моральное удовлетворение, душевное удовлетворение. Ну, в том плане, что там, где я проживаю, так уж получилось, что в селе Михайловка Нижнегорского района я являюсь единственным представителем крымско-татарского народа, единственной семьей. Это и, с одной стороны, дало мне толчок и моральную поддержку для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Но, повторюсь, чтобы получить моральное удовлетворение, душевное удовлетворение, чтобы получить радость, посмотреть замечательные, прекрасные лица жюри, чтобы в конце концов они меня осудили. Откровенно. Чтобы они на истинный путь меня поставили, показали мои ошибки. Ну, на ошибках учатся, и я считаю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Очень мудрая позиция. Давайте теперь к верхнему ряду, пожалуйста. Прекрасные слова. Наш Нижнегорский район, я тоже с Нижнегорского. Широко представлен сегодня Север Крыма. Очень, да, очень много у нас талантов, но, к сожалению, у нас нету возможности показать это. Действительно, культуру нашу, нашу музыку, наше искусство. Я работаю директором Дома культуры, небольшое село в Нижнегорском Чкалово. У меня коллектив тоже 20 человек, детишки, маленькие, взрослые. И я радуюсь, когда дети приходят и говорят: вот, Гульвия Таировна, вы так красиво поете, а научите нас тоже на своем языке петь. И вот это меня просто вдохновляет, и я стараюсь с ними поработать. И пришла почему на кастинг? Показать, как возможно исполнить песню, нашу старую. Я люблю очень старые песни. И послушать от судьев, конечно, комментарии в мой адрес. Ну, и получила очень массу удовольствия. У меня тоже и дети маленькие, все. Но я выбрала минуточку, поехала, показала. И просто мне очень понравилось. Спасибо большое. Пожалуйста, очаровательная девушка в первом ряду. Когда вот ты за кулисами очень сильно переживаешь, а когда выходишь на сцену, уже чувствуешь себя как дома. Эти прекрасные судьи заставляют тебя улыбаться, ты никак не можешь этого избежать.
очень атмосфера какая-то праздничная. Хочется, ну, как бы все показать, что ты умеешь. Вот. Ну, Да, спасибо вам Хотела большое. бы еще, знаете, добавить, из членов жюри, я, по-моему, была, вот сейчас присутствую здесь одна, да, когда вот мы приезжали. Хочу отметить Или эту песню девочку. «Доктор», да, вы пели. Хочу, да, отметить эту девочку. На самом деле очень приятно, что не только крымские татары, но и русскоязычное население наше, украинскоязычное население стараются исполнить наши песни и делают это не хуже, чем наши крымские татары, скажу так. Да. Большая, огромная благодарность. Девочка нас всех очень поразила песней «Доктор». Мы там приплясовывали вместе с ней, скажем так. Как здорово. Видите, пожалуйста, да, сейчас. Здравствуйте, добрый вечер. Конечно, хочется выразить большое спасибо, благодарность за то, что вы помогли нам принять участие в этом конкурсе, развиваться нашему прекрасному народу, нашим песням, нашему фольклору. Естественно, я, как многие наши соотечественники, очень люблю петь. Ну, очень люблю свой фольклор, свой народ и свои крымско-татарские песни, именно народные, старые. Поэтому выбрала на конкурсе песню народную «Йосмам». Я просто была... Меня переполняли эмоции, мне было настолько приятно петь, я очень люблю это дело. Поэтому, конечно же, пришла тогда выступать. Мне было очень приятно принимать участие. Отлично, спасибо большое. Пожалуйста. Селям алейкум, здравствуйте. Ролан Куртаметов. Я живу в Советском районе, но не успел попасть, скажем так, на кастинг в Советский. И так получилось, я приехал в город Саки. Ну, в первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо, Саволна, что вы действительно предоставляете такую возможность, независимо от возраста и, скажем так, национальности. Вот. Я себя всегда позиционировал как музыкант, я имею в виду инструменталист. Ну, решил попробовать себя в вокале. Ну, попробовал. И, надеюсь, буду пробовать еще дальше. Большое всем спасибо. Да, спасибо вам большое. Давайте передадим слово еще верхнему ряду. Ну, мне хочется сказать, что вообще народ у нас очень талантливый. И хочется сказать, чтобы он развивался и только развивался. Выступали, и не только в пределах Крыма и за пределами Крыма. И хочется пожелать вот телеканалу и вообще процветания, и вообще, чтобы все было классно. Вот тут у нас еще одна маленькая звездочка. Вот давайте вас тоже выслушаем. Здравствуйте. Мне понравился этот фестиваль, но за кулисами я тряслась, не могла выйти, боялась. А когда вышла, сразу поднялась улыбка. Ну, как бы на меня посмотрели жюри, и я как бы заулыбалась. Ну, что-то в меня такое вошло, что я... Ну, артистка настоящая, сразу же видно. Спасибо тебе большое. Да, давайте вот еще девушку. Здравствуйте, добрый вечер. Я пела турецкую песню, потому что хотела найти что-то общее между турецким фольклором и крымско-татарским. Знаете, много чего общего. Также хочу сказать, что было приятно чувствовать себя на сцене расслабленной, потому что, да, опять-таки повторюсь, что когда выходишь на сцену, уже жюри смотрит на тебя и улыбаются, и уже ты как бы больше успокаиваешься, входишь в колью, и ты понимаешь, что ты на сцене, и волноваться уже незачем. Огромное спасибо, что есть такой проект, потому что я очень долго ждала, что когда появится проект, чтобы именно исполнить татарскую песню или турецкую песню, именно свою, которую вот поет душа. И хочу сказать, что музыка, надо ею жить, потому что без музыки никак. Она на самом деле успокаивает, ты чувствуешь, что ты вот именно там, где тебе хочется побывать. Ты уходишь в другой мир, и ты погружаешься. Любите музыку, и всем желаю удачи. Да, наш человек в Михайловке, пожалуйста, вам еще раз слово. В дополнение я просто хочу созидателям и создателям этого прекрасного кастинга хочу пожелать творческих успехов, сказать им огромное спасибо. Чох сау у нас. И я считаю и убежден, что создание этого кастинга является колоритом сплоченности всех наций.
Это в первую очередь. Всех вам благ, творческих успехов. Чох сау. Спасибо вам прежде всего. Дилявер ага, ну вот после такого нашего обсуждения действительно большого проекта, давайте перейдем все-таки вот к такому вопросу достаточно фундаментальному, объемному. Вот песенное творчество, сценическое искусство, оно какую роль сыграло в судьбе нашего народа? Особенно в годы ссылки, может быть. Ну, оно в первую очередь помогло выжить, я считаю, потому что без песни, вот я по себе уже знаю, по другим знакомым людям, близким, вообще любой вид искусства – это как бы дело избранных, и если широко так говорить в масштабе, оно помогает вот этим талантам в первую очередь выживать, оздоравливаться и давать людям вот это вот тонкости мира, что ли, если так умничать. Ну, если проще говоря, мне очень нравится не только там музыка, вокал, танцы, но и художество, и, допустим, вот эти ремесла. Мне очень нравятся эти вещи, как бы смотреть, созерцать, анализировать. То есть я хочу сказать, опять вернуться к вашему вопросу, что в первую очередь в годы ссылки, конечно, помогло выжить вот это вот свое национальное. Я помню, когда с детских лет я играл свадьбы, но, как обычно, музыканты у нас... Но свадьбы и дали возможность выжить музыку. Вот об этом я хотел сказать, да. И вот благодаря этим свадьбам у нас вот эти песни как бы постоянно были на слуху, и на свадьбах они как бы исполнялись, что сейчас об этом не скажешь, конечно. И вот в этом смысле, что сейчас рассказать, какое дело? Вот тогда у нас, допустим, все было хорошо насчет национального фольклора. А вот на сегодняшний день только, к сожалению, профессионалы занимаются на сцене. Но это, будем говорить, кучка избранных людей. Вот так. И на свадьбе в основном как бы вот эти идут кавказские. В основном музыка, песни. А чего вдруг потянуло-то на Кавказ? Да потому что информационное пространство, оно... у нас появился вакуум, ниша не заполнилась. И заполнилась вот этим вот, как бы, ресторанной музыкой. Почему? Потому что не было со стороны, как бы, будем говорить, может, и нас это касается, но в основном руководители, я думаю, это касается, они должны были хотя бы создать там самодеятельные коллективы, какой-то вот дворец, что ли, национальных культур. И там это как бы пропагандировать, я думаю, вот эти вот национальную музыку. Я хочу сказать, что нужно прежде всего очень любить свою культуру и холить и лелеять ее. Потому что мы настолько стали к ней относиться небрежно, к сожалению. Поэтому и на свадьбах такая ситуация. Опять возвращаемся к свадьбам, к сожалению, опять. И кавказские танцы у нас, и лезгинки, и все. Нужно очень сильно любить свою культуру и свою музыку. Ни один кавказец не будет танцевать чужой танец, кроме лезгинки. Будь то свадьба, будь то концерт, будь то какие-то мероприятия. Почему мы, крымские татары, относимся так к своей культуре и к своей музыке? Это большая проблема. И сейчас наша задача, то есть не заставить, научить людей еще больше ценить себя, свою культуру, любить себя внутри, свою культуру, полюбить еще больше. А как это сделать? Ой. Мне кажется, надо с языка начинать. Из языка самое главное, к сожалению, мы все разговариваем, и очень большому моему сожалению, я плохо знаю. Как ты будешь понимать песню, если ты не понимаешь, о чем речь там? Но для этого опять возвращаемся ко всем тем разговорам. Для этого нужно, чтобы в тех же университетах культуры появился хотя бы один курс крымско-татарского танца,
для того, чтобы потом этот курс, когда подрос после 4 лет учебы, пришел к нам в коллективы, в тот же ансамбль фольклорный «Крым», в тот же ансамбль «Хайтарма», песни и танцы, понимаете? Потому что мы должны научить, как правильно держать руки, как правильно делать шаг, как правильно делать тот или иной элемент. К сожалению, сейчас, слава Аллаху, что есть такие самодеятельные коллективы, где учат этому правильно, и они приходят к нам. Но это с самодеятельных коллективов, а нам нужно опять-таки это повышать на профессиональном уровне. То же самое сделать в университетах культуры или в университете в КИПУ класс народного пения, народного вокала, фольклорный курс какой-то. Потому что этому нужно учить, иначе... Так, у нас тут глаз народа, пожалуйста. Да, конечно, только микрофон. Угу. Подняли проблему. Я всего лишь хотел дополнить ваш ответ, Эльмира Эдемовна, насчет того, как научить. Насколько я это понимаю, судя по себе, в 5 лет я разговаривал очень чисто на крымско-татарском. То есть все правильно идет от первого института, то есть семьи. Да. Если родители общаются с детьми на крымско-татарском, я имею в виду крымско-татарский народ, соответственно, бабушки Хартаналар, Торунлардан, и дальше все идет нормально, и в школе, соответственно. То есть в свое время мне родители говорили, что на улице ты можешь разговаривать как хочешь, но дома обязан разговаривать на своем народном языке, в смысле, на родном языке. И если знаешь много языков, то это прекрасно, я считаю, это нормально. То есть это дает возможность общаться. Да. Сиранага, а в чем тут проблема-то? Сейчас не проблема языка понятна. Как бы мы ни трубили, если ты не будешь дома разговаривать на родном языке, то никакие законы тебе не помогут возродить свой язык. Поэтому начинайте из дома, начинайте с себя. Это первое. Что касается пропаганды и развития фольклорной музыки, у нас есть 2 народных ансамбля. Это Хайтарма и ансамбль Крым, которые сохраняют нашу культуру, развивают ее. При этих ансамблях можно сделать и студии юные. Я думаю, вот уже есть, да, танцевальные студии при ансамбле Крым, по-моему, да, юные есть, там танцоры, да. При ансамбле Хайтарма тоже уже идет развитие, новый коллектив. И хотелось бы, чтобы были также и вокальные студии, любительские, при профессиональном ансамбле, где мы готовили бы наших кадров, фольклористов. Просто фольклор — это такой жанр, где он востребован, он не везде востребован. И если вернуться к любому фольклору, к любой национальности, то везде это проблема. Люди хотят, молодежь больше любит современное искусство. К сожалению или к счастью, не знаю. А фольклор, он всегда отставал. Поэтому надо это развивать, надо это пропагандировать. И я думаю, что вот эти ансамбли, которые у нас есть, 2 государственных ансамбля, но к нам же должны еще прийти молодые. Вы должны быть основным плацдармом для развития, что касается фольклорного вокального искусства. Иван Иванович, разрешите я добавлю по поводу вокального направления. Если понаблюдать за развитием музыки сейчас в мире, то как раз-таки фольклорное направление очень сейчас модно ложится под все современные музыкальные направления. То есть это стало таким трендом, который очень хорошо развивается, когда берется основа, да, мотивы, а сверху какие-то новомодные биты, аранжировки, создается новая музыка, которая сочетает в себе ту молодежь, которую хочется донести, да, на той базе, на базе родного языка или на базе родных мелодий, звуков, которые есть у вас и у каждого народа. И мне кажется, что в этом направлении тоже можно идти. И мы, когда обсуждали, какой репертуар будут петь, например, участники проекта «Милет ЛДЗ» в дальнейшем, да, понятно, что мы отбираем на кастингах и смотрим всех. Мы ставим задачу петь, исполнять на крымско-татарском языке песни, но тоже хочется видеть какие-то такие современные композиции на базе фольклора. Я думаю, что это и зрителю будет очень интересно. И даст такой толчок тоже развития для молодежи, что крымско-татарская музыка тоже звучит модно. У нас уже были эти попытки. Как звучит у нас модно. У нас были попытки народных произведений. Если фольклор, о чем говорит?
фольк-джаз, фольк-попса будет на турецком, на узбекском, на другом, но только не крымско-татарском. Для этого сначала надо крымско-татарский. Здесь просто говорим о фольклоре, в оригинальном его звучании, в оригинальных аранжировках, именно народных аранжировках. Это немножко другое направление. На основе фольклора звучат, Ну и то, и другое, оперы, конечно, и симфонии, имеет право жить. хоровые произведения. Гузель, вы такой У очень нас есть. интересный момент подняли, связанный с шоу-бизнесом. У нас в Крыму как таковой шоу-бизнес вообще есть или нет его? Я же говорю, что для того, чтобы бизнес... Что такое понятие бизнес? Это понятие рыночных отношений. Ты должен для того, чтобы у тебя был бизнес какой-то определенный, у тебя надо, чтобы что-то было, что можно было продать, понимаете? Вот молодежь, для этого жилка нужна, чтобы это продать. Если ее нет. Шоу-бизнес, если смотреть на уровне мировом каком-то, то я считаю, что у нас нет такого шоу-бизнеса, естественно. У нас есть, вот опять-таки же, вот есть шоу, а бизнеса мало. нет. И у нас, к сожалению, даже и шоу нету. Почему? Потому что я считаю, что если артист... У нас просто очень много социальных проблем у нашего народа. И я считаю, что если, допустим, ты артист, ты человек, ты должен заниматься своим делом, да, любимым, петь, допустим, или танцевать. И вообще каждый человек должен заниматься своим делом. Но когда ты звонишь какому-то артисту, просто у меня есть какие-то, ну, некоторые организаторские способности, я там иногда что-то там какие-то организовываю, звоню артистам, не могу дозвониться. Я говорю, вы чем заняты были все это время? Подожди, я тут бетон мешал. Ну, понимаете, как бы немножко. Зель, глобальные социальные проблемы уже закончились. 20 лет прошло. Закончились. А вот эта он должен петь. мелкая социалка, она не закончится, она всегда будет и есть, поэтому смотрите, надо работать. Для того, чтобы был спектакль на мировом уровне, да, шоу-бизнес идет, есть определенные люди, есть пиар какие-то менеджеры, есть рекорд-студии, да, определенные, есть какие-то институты, которые, вот опять-таки же, в Турции, да, очень развита фольклорная вот это вот, все вот эти вот институты. У нас, к сожалению, это все заканчивается на каких-то определенных людях, да, вот, которые считают себя, вот они делают какие-то там аранжировки, они считают себя и композиторами сегодня, и продюсерами, и вообще всем, кто... Всем. Вот включаешь радио, без обид, как бы, да, вот включаешь радио, еду. Вот я иногда его просто в последнее время просто выключаю. Почему? Потому что должна быть какая-то фильтрация. Ну, в любом случае. Есть количественный переход в качественный. Вот. Да, но пока у нас, количественное, да, вот просто количественное. И пускают в эфир всех, понимаете, вот просто я так считаю. Ну, Гузель, что нужно делать? Надо делать, что нужно создавать, нужно все это урегулировать. Я же говорю, каждый должен заниматься своим делом. Нужно на уровне, может быть, государства как-то, на уровне каких-то инвестиций. Шоу-бизнес, по-моему, государство нигде не регулирует, ни в одной стране. Подождите, а у нас нет же фундамента, понимаете? Вот опять же говорят, что нужно создавать институты определенные, обучающие людей фольклору, классической музыке, языку, ну, как бы на уровне, на каком-то определенном государственном. Когда у нас нет базы, естественно, у нас нету, и мы не можем делать определенное шоу, чтобы конкурентно быть способными на уровне там, того же Запада и так далее. Опять-таки же, я в начале самом говорила о том, что для того, чтобы нам быть конкурентно-способными, мы должны, вот и Чулпан сказала, ну, я сказала это как бы, да, я по радио сразу отвечу тебе, Гузель. Есть проблема. Вы правы, да, как бы. У нас есть фильтрация, Гузель, но в связи с тем, что у нас пока еще мало контента профессионального, национального, поэтому у нас иногда проскакивают, есть, крутятся и свадебные артисты. Но мы понимаем, что это не соответствует еще тому профессиональному формату. Нету. Многие, к сожалению, артисты как бы принципиально бойкотируют наш канал, наше радио. Вот поэтому мы здесь и находимся. Они бойкотируют, пусть дальше бойкотируют. Мы создаем сейчас вот новые проекты, создаем новых звезд, мы их создавали всегда. Мы будем еще поэтому надо фильтровать. Нашему редактору музыкальному. Пройдет еще на радио. Не менее года, что мы отфильтруем, и у нас будут там самые Разрешите, я поделюсь опытом, вот как происходило в нашей стране, в Республике Беларусь. Да? Мы были тоже однажды в таком моменте, когда вот полностью не было своего собственного продукта и контента. Правда было. И у нас приняли такой шаг, что является не изобретением Беларуси, это принимали в разных европейских странах на определенных периодах развития их музыки, когда издался указ о том, что все радиостанции обязаны ставить 75% белорусской музыки.
Возмущений было, скандалов, радовались только белорусские артисты, потому что их по-любому будут ротировать. Вот Но что-то вот в соседней стране, что-то вот подобное. я вам скажу, что было дальше. Сначала шло по количеству, и был разный действительно материал в эфире. Ну вот абсолютно разный. Но мы нарабатывали это количество. А потом пошло качество, потому что без количества качество очень сложно. То есть вы правильно сказали, это такой переход. Но и если, когда нас... многие воспринимали как обязаловку, но дали 75%, да, мы обязаны были, а артисты понимали, что им нужно шевелиться и какой-то производить продукт, потому что их все равно возьмут. И пошло развитие, пошло. У артистов начали альбомы выпускаться, репертуар появился какие-то. И мы, соответственно, начали создавать телевизионные проекты и телевизионные солянки, когда приглашали разных артистов. Вы сейчас на меня так смотрите, как будто... То есть, ну вот такой вот, у нас был вот такой период. Ну, плавного, но перехода. Но это было вот прям вот сверху, вот так и никак иначе. Сернага, мы тут немножко копнули историю. Ну, помнится, был такой большой проект, «Восточный базар» назывался. Что с ним произошло? Да, был такой проект, он и есть. Мы провели 9 со своим партнером Исметом Аблатифовичем, замминистром культуры, 9 проектов. Вот, кстати, наш представитель по Беларуси, это была Чулпан Ханум, которые на белорусском канале, на СТВ, транслировали этот проект, раскручивали этот проект. В этом году мы тоже проведем этот фестиваль. В общем-то, мы уже созрели, и мы готовы уже заняться этим серьезным проектом. Он пройдет в Ялте с 20 по 24 сентября. Мы серьезно к нему готовимся, и поэтому я думаю, что этот фестиваль опять, станет визитной карточкой Крыма, потому что он был одним из лучших в Украине, у нас не было аналогов. Чем он отличался от Евровидения, там могли принять все участники, не только европейские страны, но и участники из стран Востока и Азии. География у нас была обширная, даже был такой период, было более 30 стран. В этом году заявили участие принять более 20 стран и республик, а также участники из европейских стран. Поэтому я думаю, что в этом году мы возродим этот фестиваль, он будет 10-й, юбилейный, и наш телеканал, естественно, будет основным информационным партнером, который будет транслировать его на Крым. Под спутнику нас смотрят, я еще раз хочу напомнить телезрителям, и в европейских странах, в азиатских странах. И также будет его транслировать не только наш канал, но и другие каналы. Уже мы знаем, что точно будет его транслировать белорусский канал, будет транслировать узбекский канал. Вот буквально сегодня провели переговоры с Узбекистаном. Будем транслировать турецкий канал. В общем-то, несколько стран также будут его транслировать в прямом эфире. Вот Я как хочу хорошо. тоже, да. Пожалуйста. Я хочу дополнить просто по поводу «Восточного базара», тоже из своих воспоминаний и начинаний, да, творческого вообще пути. Это был один из таких вот масштабных и крупных конкурсов для меня когда-то тоже в свое время. Я, по-моему, получила то ли 2-е, то ли 3-е место, я уже не помню. Но дело в том, что да, на этом конкурсе я в первый раз познакомилась с большим количеством участников людей. Это очень, как бы для артиста, для начинающего, очень важно. Вот это вот общение со своими коллегами, с артистами. Познакомилась с многими печатными изданиями. Также потом нас после этого конкурса пригласили в Турцию, да, Сернага, по-моему, на фестиваль тоже на другой. На самом деле, сегодня телеканал «Милет», ему большой респект, и вообще Сернага, и всей творческой... Заслужили похвалу Гузи. Да, творческой... Нет, на самом деле, вот я когда была... Я когда была маленькая... Не все так плохо, да, Гузи? Я когда была маленькая, я пела, все время сидела, пела, все соседи вокруг все слушали и хлопали. Я была маленькая, там 8-9 лет, и говорили, тебе надо петь. Но мы жили там в деревне, потом переехали в Симферополь. Я ходила, пела сама с собой, не знала, куда податься. Подавалась вот каким-то к нашим мэтрам, они меня постоянно так вот как-то... Как-то ты так, да, так себе. Что хочу сказать. Сегодня мы имеем возможность помочь детям, да. Вот в мое время, к сожалению, этого не было. Я не могла податься на какой-то там песенный конкурс, какой-то вот такой телевизионный проект. Родителям было не до этого, там, ну, может быть, я не знаю. Но в то же время не было этого всего. Сегодня, слава богу, шукур Аллаха, мы дожили до того времени, когда у нас есть такие конкурсы, мы можем все это организовать и вывести в массу, и предоставить вот людям. Да, Дилявера, что касается нашего принципиального момента, народной музыки, все-таки все очень плохо или есть какие-то положительные тенденции? И есть ли у нас в народном искусстве, в народном вокале преемственность поколений?
Ну вот, я же говорю, в этом плане очень узко преемственность поколений. В широком масштабе, если бы, допустим, была бы у нас школа национальная, музыкальная, или бы в каком-то дворце, там какие-то классы национальные по вокалу, по хореографии. Ну вот такие мечты у меня. Вот тогда мы бы поставили их на поток. И детей, и подростков, и взрослых. То есть они бы единую получали бы, единую школу. Вот как мы по западноевропейской школе учились, музыкальной школе, там, училище, консерваториях. Вот есть еще национальная, народная школа в этом плане. Вот как язык учишь любой нации, так и это. А, к сожалению, даже музыканты, которые свадьбы играют, западноевропейскую музыку, в консерватории закончили, они не знают истоков фольклора. А вот без этого истока, ну как идти дальше? Ну и получается у нас фоль-джаз, фоль-попса, все направления на американском, на турецком, на узбекском. И такие же инструменты народных тоже. Не вот хотите ли... это болит душа за это. Наверное, Как говорит, это организовать, как должны это быть поставить? школы на поток? фольклорной музыки. На самом деле, вот фольклор, вот, в таких, как в Азербайджане, в Узбекистане, есть школы, где учат там как бы вот народному жанру. Вот у нас нет таких школ, чтобы обучали. Поэтому у нас народному кучка фольклору. избранных, которая смогла, выбралась туда, выбралась сюда. Остальные сами по себе, эти сами по себе. А вот общей нету школы. Вот что? Да. Дилявер-ага, а вот те исполнители, которые сегодня выбрали народное исполнение, они чувствуют за собой ответственность, что это намного более ответственное занятие, петь народные песни. И прежде чем к этому приступить, надо все-таки получить образование какое-то, а потом уже заниматься такой музыкой. Ну, мне кажется, вот, которые в профессиональных ансамблях, там, Хайтармак, Крым, театр крымско-татарский, они-то чувствуют ответственность, потому что там и образование соответствующее, и как бы они жизнь отдали, посвятили, в смысле, вот этому национальному искусству. Конечно, они чувствуют, ну, композиторы наши, профессионалы. В этом смысле, да, чувствуется. Ну, а коммерческая, конечно, уже там свадебная музыка, там никакой ответственности не может быть. Но это коммерческая музыка, какая там ответственность? Они берут татарские слова, суют в армянскую мелодию и вперед татарскую. И композиторы также делают. Любовь к фольклору. Взяли гармонию, поменяли, а композитор. Пение фольклорных песен, это вообще впитывается с молоком матери, понимаете? Вот как и присутствующий вот молодой человек сказал, Бахман, имя забыл. Ролан. Это глаза у кого красивые. У кого красивые глаза, да. Это впитывается все с молоком матери. Все, что пели бабушки, дедушки, остаются пластинки, записи какие-то, аудио. Понимаете, вот на этом вот я воспитывалась, воспитывались мои близкие. Понимаете, сейчас такого, к сожалению, вот такого воспитания нету. Есть только, вот слава Аллаху, есть ансамбль «Крым», который поет фольклорные песни. Ансамбль «Хайтарма» тоже поет, но он немножко в другом идет, в другом направлении у нас, все равно немножко. Но все равно нужны школы. Об этом уже говорилось и говорится, и я думаю, что будет говориться, и думаю, что нам все-таки нужно будет как-то это поднимать вопрос, что при университете в Кипуле, в университете культуры все равно нужно открывать курс крымско-татарского танца и крымско-татарского вокала. Все равно он должен быть. У нас есть Зарема Ханум, у нас есть Гульзар Бекирова, которые на сегодняшний день могут показать, научить, как петь фольклорную песню. Именно у нас есть Дилявер Ага, который кладезь, извините, кладезь просто, которую нужно вот так все время брать и говорить: научи меня. Показать, то есть ладно, пока сегодня эти люди есть, и они могут научить нас, их надо как-то всех вместе собирать, компоновать и именно открывать вот такой курс. Все равно это нужно делать. Но это все равно авторитарно. Это как бы класс такого-то мастера, Да, это все равно, хоть какого мастера. Все равно выходит Хворостовский или выходит, кто бы ни выходил, Басков, уже видно, все равно человек видит,
это ученик вот такого-то. Да, у вас это будут свои ученик вот ученики, такого-то. которые будут дальше Мои ученики передавать. И выходят уже сразу говорят, это по-своему как-то, ученики вот но этот фундамент, он сохранится, Это одно. останется. Это должно А быть есть все еще равно так. общий фундамент, понимаете? Ну вот вы его и Так должны и вы должны, вы как фольклористы, вот это вы вот сегодня, Ну, вот мы вас покажем надо вот так вот брать, мастер-класс. и не А надо дальше мастер-классы показывать, Не нужно мастер-класс, мы же открывать говорим на в более университетах высоком уровне курс, это, чтобы кто из вас трое вели, все трое таких школы, красивых, пусть Степная, будет Валера. 3 школы, пусть будет 10 школ, но они должны быть. Она должна Нет, быть, понимаете? Это тоже должно быть, правильно. Вот в Баку, в И Азербайджане набирают танцы. отдельно, например. Я иной раз Народу смотрю, тут. думаю, ну почему же, простите, можно я уже так... Ну, почему вы все время танцуете, руки вот так вверх у вас? Говорю, объясните мне. Ну так мы же мужской танец, так надо. Я говорю, нет. Я просто помню, когда вот танцевали, мужчина выходил, как орел, руки вот поднимает, у него крылья вот как крылья Мужественность вот распускаются. это была, да. они- А так получается, раз крылья, понял, и как самолетики летают. Да, То есть Ролан, это тоже нужно. пожалуйста, всё да, равно пожалуйста, нужна у вас школа. точка Опять зрения. возвращаемся к этому. Извините, снова я. Я просто вот, ну, немножечко хотел, чуть-чуть буквальночко отойти немножечко от темы. Но вот по поводу того, как петь, да, вот, ну, я не знаю, как в других странах, я, опять же, там не был. Ну, допустим, Грузия, едет автобус, водитель запевает, все поют, то есть и поют очень даже профессионально, да, то есть там, если брать какие-либо фильмы. Возможно, нам нужно делать хотя бы в семье это изначально. Чтобы Мне повезло больше, у меня музыкальная семья. То есть отец у меня пел, и мать поет. То есть я к чему сейчас это все рассказываю, что нужно, как я поддерживаю и повторяюсь, что... Начнем петь в автобусах, правильно. Вот. Нашли решение. В автобусах тоже, да. Сначала в детском саду, потом в школе, а там уже как пойдет Спасибо вокал. большое. Чулпан, что мы еще должны делать для того, чтобы поддержать все-таки начинающих артистов? Какие шаги должны предприниматься? Есть рецепт определенный? Не зря же когда-то придумалась на российском канале ОРТ «Фабрика звезд», да? Это когда было у них такое очень сильное затишье в их эстраде, такой переход от эстрады к шоу-бизнесу. Тогда создалась эта программа, которая уже на данном этапе является форматом, который называется «Талант-шоу». Поэтому правильной дорогой идем, потому что нужно создавать талант-шоу, потому что это есть площадка, которая предоставляет телеканал. Но это даже больше, чем площадка. Смотрите, телеканал же вкладывает большие ресурсы, потому что с этими людьми будут работать профессионалы, хореографы, аранжировщики, педагоги по вокалу, стилисты, визажисты. То есть простой парень, откуда вы? Михайловка. Из Михайлова. Интересный, попадет на большую сцену, где свет профессиональный, звук, где телесъемка. То есть это одно из серьезных и сильных направлений, чтобы поднимать культуру в любой стране, талант-шоу. Плюс это еще при помощи талант-шоу, когда мы выбираем формат, что заезжаем в каждый городок, в каждый район, как делаем мы это с Милет ЛДЗ. Это одна из особенностей этого проекта, повторюсь, потому что все проекты обычно едут в столицу, а здесь нет, здесь группа выезжает. Это донести, это рассказать о том, что давайте вместе, ну давайте, ну приходите, ну спойте, а мы вас потом туда, а вы нас потом порадуете на больших концертах. Ведь мы же обсуждали с Ираном Ивановичем, если получится красивый финал, ведь эти артисты, которые попадут в финал, они же могут быть на новогоднем огоньке, правильно? Они же могут спеть какие-то дуэты с профессионалами жюри, могут сделать дуэт с Гузель, правда? Ну, то есть это такой сильнейший толчок, правда, сильнейший толчок. Поэтому я думаю, что все средства здесь хороши, о которых мы сегодня говорили. И здорово, что мы сейчас, вот мне приятно, что меня пригласили в Крым, потому что мы меняемся опытом. У нас уже в стране
есть этот опыт, да, мы делали эти большие, делаем шоу. Здесь, в Крыму, немножко опыт такой фестивальный больше. Вот нам бы у вас фестивалем поучиться на самом деле, потому что в Крыму разные фестивали. У нас это менее развито. Вот надо вас теперь к нам приглашать, и будет у нас такой творческий взаимообмен. Вот, ну так. Чулпан, а вот коммерческая жилка для артиста, она ему помогает или, наоборот, мешает? А что вы вкладываете в коммерческую жилку? Денежку заработать, желание побольше, гонорары побольше. Тогда это не будет артистом. Понимаете, вот эта фраза, что художник должен быть голодный, если рассматривать ее глобально, то я с ней согласна. Конечно, во-первых, человек должен заниматься любимым делом. Любимое дело должно всегда приносить две вещи. Это удовольствие, удовлетворение, да, и все равно финансовую составляющую, потому что есть элементарные вещи, на которые базы, на которые мы живем. Мы едим, пьем, ездим на транспорте, одеваемся, да, кормим детей и тому подобное. Поэтому, прежде чем говорить о коммерческой жилке, нужно, наверное, сначала что-то сделать в этой жизни и кем-то стать. Если говорить про молодые таланты, которые приходят, у нас было так. Когда приходил человек, если по нем мы видели, что у него в глазах написано «я сейчас на телевидении тут повещаю, и у меня как пойдут корпоративные мероприятия», мы говорили «до свидания». С ним, к сожалению, творчески не сработаешься. К сожалению, у него посыл совершенно иной, это в глазах написано. Плюс мы еще составляли с участниками договоры. Договоры, в которых было очень четко оговорено правила игры, потому что, согласитесь, телеканал тратит большие ресурсы, и мы тоже хотим с этого что-то получить. Но если в первую очередь ставить коммерческую жилку, о каком развитии мы говорим? Наверное, никаком. Вот есть участники, которые, наоборот, вкладывают в себя коммерчески, когда человек сам заинтересован. Да, он участвует в проекте, но он понимает, что это его показывают в эфире. Соответственно, он пойдет и купит себе эту красивую рубашку. Канал ему не обязан что-то предоставлять. Мы поможем, чем можем. Мы создаем проект. Но когда человек сам в себя еще вкладывает коммерчески, тогда впоследствии он коммерчески будет и что-то обратно и получать. Ну вот я так считаю. Так и есть, да. Да, пожалуйста, кто? Да, пожалуйста. Насчет коммерции, да, вы говорите, правильно? Я хочу сказать, что, например, в этой жизни у меня отличная семья, у меня дети, у меня муж, у меня работа прекрасная. И я когда хожу на работу, я отдыхаю. У меня 5 детей. Самый маленький 5 месяцев. Я вышла на работу в 2 месяца, когда была моей ляльке, маленькой самой дочке. И я вот еще раз повторяю, что меня, например, деньги не волнуют. Я пошла, позанималась с детьми, получила массу удовольствия, я пришла домой. Дома тоже разгрузилась и опять с новыми силами опять на работу. Точно так же вот для нас, например, те же костюмы, да, вот для работников Дома культуры, нам ничего не выделяется. Мы сами, я за свои деньги покупаю детям костюмы, крымско-татарские. У меня коллективы танцуют, я сама за свои деньги покупаю и шью костюмы. И я ни в чем, например, никого не прошу, чтобы мне заплатили или еще что-нибудь, потому что мне нравится этим заниматься. Я хочу, чтобы нашу культуру видели, ценили и показывали во всех это экранах. когда-нибудь вернется. Да, ну вы просто образец во всем. Да, пожалуйста. Зато это возвращается совсем в духовном отношении. Это абсолютно верно. Я хочу просто добавить следующее, что не все измеряется и не все измерялось деньгами. В первую очередь нужно морально, моральный заряд и получить моральное удовлетворение от того, что ты участвуешь где-либо, в каком-либо там в конкурсе или в настоящее время это в кастинге. Ты должен себя показать для себя в первую очередь, для жюри, для зрителей, чтобы в конце концов исправили все твои минусы, показали все твои минусы наше доблестное жюри. Вот. И в конце концов, опять-таки повторюсь, что деньгами ничего не измерить. Должно быть моральное, душевное удовлетворение в первую очередь. В том, что ты показываешь, наверное, и гордишься тем, что ты являешься представителем крымско-татарского народа. Вот это самый немаловажный фактор. Да, я считаю, можно я добавлю? Да, я считаю, что вообще любой труд, он должен оплачиваться. Артисты должны наши стремиться к тому, чтобы посредством своего творчества
Все-таки творчество – это работа, да, и у нас есть артисты все-таки, которые закончили институты, которые закончили училище, это их профессия. Профессия должна иметь свойство свое какое-то кормить, да, тебя сегодня. Поэтому мы должны выходить на определенный уровень, стараться, конечно же, без вложений ничего не получится. Для того, чтобы что-то получить, сначала нужно вложить в это много, а не так, что вы мне дайте там, я там вложу, ну, там, сделаю вам сначала. Ну, такого не бывает нигде абсолютно, так же и в шоу-бизнесе. Для того, чтобы что-то получить, нужно вложить. Вот, я считаю, что мы должны выходить на определенный уровень, где артисты должны быть артистами. И зарабатывать деньги, естественно, получать за свое творчество деньги и кормить свою семью. Гузель, у вас это получается? Да, на определенном уровне, конечно, у меня это получается. У меня две профессии. Так случилось, что я закончила мединститут. Моя это основная профессия, на которой я училась. Я не могу не практиковать медицину. Ну, я на это училась очень долго, для того, чтобы у меня диплом остался. И я люблю свою профессию, медицину, да. Ну и в то же время так вот получилось, что у меня еще одна профессия есть. И я считаю, что это очень хорошо. Мне очень повезло на самом деле. Просто я зарабатываю и так, и так. Меня это устраивает. Это отлично, когда артист получает большие деньги. Но я хочу сказать, что профессиональные артисты, работая в профессиональных коллективах, у них есть заработная плата. И есть люди, которые, знаете, противники, допустим, работать на тех же банкетах, свадьбах и тому подобное. Потому что и это голодный художник, да, наверное? Нет, я хочу сказать, что артист должен быть всегда загадкой для народа. Он должен быть тайной. И выходя на сцену, понимаете, он приходит на свадьбу, понимаете, да, он должен заработать, я все понимаю, но приходит на свадьбу, молодец, да, я с ним там он споешь? Там пел, не хочешь ты спеть? споешь, там не споешь, понимаете? И выходит, когда этот же артист на сцену, отношение к нему совершенно другое. Поэтому надо очень внимательно и как-то Просто каждый артист должен поставить себе планку, да, если он поет на корпоративах, на свадьбах, значит, он поет на свадьбах. Если он поет на сцене, значит, он должен от этого отказаться и петь на сцене. Потому что можно и там, но это будет сложно, да, ты выбирай или здесь. Понятное дело, ты можешь спеть на корпоративе, но за очень большую сумму. Да. Так что тебя не каждый пригласит, позволит, да, какая-то определенная там... Можешь ту же самую Дженнифер Лопес пригласить за 2 миллиона, 3 миллиона долларов, пожалуйста. Но мы должны до этого дорасти. В первую очередь нам поможет наш фольклор это сделать. Понимаете, мы должны быть, идентифицироваться тем, что мы вот такие самобытные. Мы должны свою музыку, вот как говорил тоже Чулпан, в современной аранжировке, как я всегда, я в принципе это давно уже практикую, в современной аранжировке я вставляю свою музыку. Просто мелизматику, да, мелизматику народной песни. Просто я же говорю, что я немножечко себе планку ставила другую. Я, как говорится... Но есть фольклорные произведения, которых лучше, конечно, не касаться и не трогать. Просто речь шла о другом. Да, речь шла о фольклоре, да, о фольклорной музыке вот в ее оригинале. Сейчас речь о том шла о школах, которые должны быть. А это совсем... Да, давайте выслушаем вас. Это зарабатывание денег. Зарабатывание денег, насчет того, что вы говорите, работать, допустим, на мероприятиях, пускай это будет свадьбы или... можно так работать. Я стараюсь, скажем так. Не всегда получается. Это нормально, это правильно. И дело в том, что музыкант, насколько я это понимаю, должен работать все, что связано с музыкой. В этом плане. Только в этом. То есть соответствовать, естественно, если он на сцене, то он должен быть на сцене. Если он на свадьбе, все, у меня все. Да, Фатиме, вот Гузель тут очень интересный момент озвучила. То есть мы должны все-таки стремиться следить и идти в ногу с трендами, в ногу со временем, что называется, либо мы должны все-таки, чтобы вот наша такая самобытная составляющая, она доминировала. Ну, я считаю, безусловно, гнаться за трендами – это здорово, но, опять же, если вернуться к народной мудрости, тот, кто не знает своего прошлого, он не имеет будущего. И как уже было это в глобальном плане озвучено, что, безусловно, мы должны идти в ногу со временем, у нас должны рождаться и крымско-татарские рэп-исполнители, и поп, это только обогащает нас, да. Но, опять же, это все должно основываться на фольклоре. Как уже было это сказано профессионалами. Я лишь о коммерческой жилке хочу добавить. Вот, может, не в таком глобальном, конечно, плане, как ведущая. Просто заявлено главным призом проекта нашего «Милләт Йылдызы» 100 тысяч рублей. И один из вопросов, который мы задаем нашим участникам, на что вы их потратите?
И я с большой радостью, гордостью могу сказать, что, по крайней мере, те участники, с которыми общалась я, многие из них, 80%, сказали, что мы потратим их на саморазвитие. То есть они рассматривают проект «Миллет Йылдызы» как площадку, которая им даст, пусть да, какой-то финансовый приз, но это не так, что там финансовый приз, я вот воспользуюсь им, на этом моя творческая карьера закончится. Они рассматривают это как толчок и как хорошая финансовая база, которая им позволит и в дальнейшем развиваться. И даже маленькие дети, никто не сказал, что я куплю себе там какой-то дорогой смартфон или машину. Все хотят выступать на сцене. И я думаю, что так же, как и любой артист, получая деньги, он будет вкладывать их в свое саморазвитие. Диляверха, сегодня подняли мы очень много таких острых вопросов. Но если подводить определенные итоги, вот в продолжении темы, о которой Фатиме говорила, о своем самобытном пути. Да, есть проблемы, да, их много, но все-таки там вот свет в конце туннеля, он виднеется или нет? Ну, всегда надо надеяться на хорошее, тоже как народная мудрость говорит, и обязательно будет виднеться свет. Надо жить всегда с надеждой и стремиться как бы любить в первую очередь, а потом уже, как вот говорили здесь, это уже не работа, а удовольствие. Вот та женщина с 5 детьми, она очень хорошо сказала, я согласен. Для меня тоже, я думаю, и для всех здесь удовольствие приходить на работу, заниматься, потом заходить в кабинет, отдельно уже там заниматься над песнями там, и так далее. То есть я тоже счастливый человек считаю себя. И в этом смысле тоже желаю как бы начинающим детям, подросткам и взрослым никогда не поздно начинать. В первую очередь любить, а потом это не нагрузка, это потом в удовольствие вот это вот творчество идет. Сидишь и, как моя жена говорит, нудишь, сколько можно нудить? Я интонирую вот так. Хватит нудеть, говорит. Если хочешь, пой. А как петь? Я про себя интонирую и пишу ноты без инструмента как бы. Вот. На интонации внутренней сидишь, пишешь, как письмо. А ей не нравится. Вот. А я люблю свою профессию. Притягивают. Вот что такое фанатизм в хорошем смысле. Мы больные люди в этом смысле, в хорошем смысле, понимаете? Тыл должен быть хороший, чтобы... Абсолютно верно. Да, Сиранага, проблем много, их всегда будет много. Но все-таки какими достижениями мы можем сегодня гордиться? И на какие моменты все-таки стоит больше уделить внимания нам сегодня? Достижениями? Ну, что касается телевизионных проектов, ну вот один из проектов, которым мы будем в дальнейшем гордиться, это наш проект «Миллет Йылдызы» и «Ойна Хрым». Мы его начали работать над этим проектом, когда крымско-татарский танец танцевали все, вне зависимости от национальности, и танцевали в разных стилях. Именно вот крымско-татарский танец был на крымско-татарский танец были сделаны разные постановки в разных стилях, и делали не только крымско-татарские хореографы, но и хореографы других национальностей. Это очень важно, поэтому в этом мы увидели такую какую-то изюминку, вот, как бы новое дыхание в крымско-татарском танце. Этот проект тоже увидят. Что касается вокальных проектов, я думаю, что это не последний проект, вот, который мы сделали, над которым мы работаем. Наши достижения – это Восточный базар, который мы сделаем в 2010 году. Но я думаю, что у нас есть чем гордиться. И самое главное, вот я не ожидал сегодня услышать от наших участников столько лестных слов в адрес нашего проекта, в адрес нашего жюри. Я не ожидал, конечно. Вот многие подумали, что мы их специально там попросили, чтобы они благодарили. Их никто не просил об этом, вот они все как-то дружно благодарили. Как-то вот получилось не очень. Да, но на самом деле я понимаю, что они это все говорили это от души, и я, конечно, очень польщен этим. От своих коллег я, конечно, они мне рассказывают, что там-то провели, там кому-то понравилось, кому-то не очень понравилось. Но самое главное, это вот наши участники, наши зрители, которые с удовольствием участвуют в этом проекте, и вот сегодняшние благодарности, которые прозвучали в адрес нашего проекта, для меня это очень приятно. Это самая большая победа.
Спасибо большое. В ходе нашего эфира сегодня у нас шло онлайн-голосование. Довольны ли вы развитием вокального искусства? Да, ответили 1140 человек, нет, 743 человека. Абсолютно определенно, что музыка способна нести очень мощное идейное наполнение, идейное содержание, которого нам порой так часто не хватает. Будем надеяться, что искусство, в том числе через поиск таких народных талантов, будет не только развлекать, но еще и образовывать и воспитывать. Это все на сегодня. До встречи в следующий четверг.